организаций. Активно работал в этом направлении руководство Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики. ЧИР, ЧИР написано. Вот что пишет об этом член Президиума Верховного Совета ЧИР Абдулла Бугаев. ЧИР Абдулла Бугаев. В данной связи хочется вспомнить один малоизвестный факт, который на мой взгляд, мог иметь достаточно важное для истории Чечено-Ингушетии значение. Еще 12 августа, поздно ночью, республику представляли Доку Гапурович Завгаев, председатель Совмина ЧИР Беков и ваш покорный слуга, председатель постоянной комиссии по национальной политике и межнациональным отношениям Верховного Совета Чечено-Ингушетии присутствовали и другие лица, депутаты СССР и РСФСР. На данной встрече нами совершенно неожиданно для представителей Северной Осетии был предложен проект согласованного протокола, состоящий из 4 пунктов и предусматривающий реальные меры практического осуществления, которое позволило бы, на наш взгляд, исчерпывающее урегулирование территориальной проблемы, возникшей между двумя республиками в результате сталинской депортации чечено-ингушского народа в 1944 году. Хочу подчеркнуть, так как не помню, что это было где-то еще озвучено, североосетинская сторона во главе с первым руководителем республики Агалазовым не стала отвергать наши предложения. Можно сказать даже, что в принципе согласилась с ними. Поэтому для дальнейшей работы по подготовке окончательного варианта протокола была создана двухсторонняя рабочая группа. С нашей стороны в нее вошли зампредседатель Верховного Совета Магомед Султыгов, я, как председатель постоянной комиссии Верховного Совета, представитель республиканской общественности, историк и общественный деятель Федор Боков и представитель нашей республиканской прокуратуры, по-моему, его фамилия была Кокурхаев. 19 августа 1991 года, рано утром, в соответствии с достигнутыми неделю назад договоренностями, мы вчетвером выехали в Осетию, чтобы окончательно согласовать нашу позицию с руководством СОА СССР. Весть о ГКЧП нас и заставил в пути. Не знаю почему. Весть о ГКЧП нас застал в пути. Но мы все же продолжали свой путь и приехали во Владикавказ. Однако, в сложившуюся ситуацию, руководство Северной Осетии сошло, что момент для обсуждения этого, хотя и животрепещущего для обеих автономий вопрос, не слишком подходящий. И поэтому, когда какого-то конкретного результата нам достичь не удалось. Так как в своем интервью газете «Столица» Бугаев не назвал, какие именно пункты входили в согласительный протокол, я обратился к нему с просьбой назвать их. Вот что он ответил. Документ этот у меня, к сожалению, не сохранился. Согласительный протокол, условное рабочее название проекта, состоял из 4 пунктов. Были и небольшая преамбула, которая гласила примерно так, смысловое изложение документа. Руководствуясь решением партийных и государственных органов, направленных на полную реабилитацию репрессированных народов, а также во имя торжества справедливости и сохранения братских отношений между осетинским, чеченским и ингушскими народами, стороны согласились передать территорию пригородного района и части Малгобекского района под юрисдикцию Чечено-Ингушской АССР. Просить соответствующие органы власти СССР отменить постановление Совета министров СССР за номером 183, ограничивающее прописку лиц ингушской национальности на территории СОА СССР. В установленном порядке согласовать механизм материальной и моральной компенсации населения ЧССР и СОА СССР посредством пострадавшего в результате этнических депортаций. Органам власти Северной Осетии и Чечено-Ингушетии сформировать рабочие группы для согласования механизмов и процедур
практического решения задач обозначения пунктов 1 и 3 настоящего согласительного протокола. А вот как об этом вспоминает общественный деятель Султан Бурчаев. Интересно, почему ингуши решили потерю своих западных земель компенсировать на северо-востоке, отняв у чеченцев с помощью внешней силы? Просто еще в начале 1992 года, когда ингуши стали активно бороться за возвращение Тарской долины, в этот спор стали вмешиваться и чеченцы, требуя от осетин справедливости. От президента Северной Осетии прибыла делегация и договорилась с Джохаром Дудаевым в течение 5 лет переселить живущих там осетин на другие земли и передать пригородный район законному хозяину Ингушетии. А вот тут мы с вами приобретаем один момент. Вы помните, я вам перечислял, что говорили о тайных, то есть обвиняли в геноциде чеченцев, ингушей, чеченцев. В этом документе они рассказывают об этой встрече с Дудаевым, что он заключил тайное соглашение с осетинами. Но ни один человек не упоминает этот пункт, который особенно важный, потому что среди договоренностей обсуждалась проблема пригородного района. И здесь вы видите сей факт налицо. Так, дальше. Дудаевым в течение 5 лет переселить живущих там осетин на другие земли и передать пригородный район законному хозяину Ингушетии. В 1991 году посреднические усилия предприняты делегацией депутатов Верховного Совета ЧИР во главе с Лечи Умхаевым, который тоже достигла договоренности о возвращении пригородного района, но уже в течение 3 лет. Что интересно, с осетинской стороны переговоры вел руководитель Северной Осетии Галазов. Галазов вел. Кстати, об этом этого же Галазова приписывают и упрекают, якобы с Галазовым были договоренности у чеченцев. С Галазовым были договоренности у чеченцев. Были договоренности. Потому что непосредственно в решении вопроса с пригородным районом тоже участвовал Галазов. И с ними непосредственно эти вели депутаты и правительства и парламента того периода. Читаем дальше, чтобы не было это голословно. Это все документы. Можете проверить. Здесь все четко указано. Но прискакали ингушские патриоты и объявили, что они обойдутся без посредничества чеченцев и свои земли сами отберут у осетин. Большую работу по справедливому решению этого вопроса провела комиссия Совета национальности Верховного Совета СССР, созданная 26 марта 1990 года для рассмотрения обращения ингушского населения. Вот заключение, сделанное по итогам работы данной комиссии. Комиссия национальности Верховного Совета СССР, созданная 26 марта 1990 года для рассмотрения обращения ингушского населения, изучала их с выездом на место. Во время пребывания в Чечено-Ингушской и Северо-Осетинской автономных республиках члены комиссии имели многочисленные встречи с населением Назрановского, Малгобекского, Сунжинского, Ачхой-Мартановского районов Чечено-Ингушской АССР, пригородного района Северо-Осетинской ССР, с трудящимися ряда предприятий, ветеранами войны и труда, а также с интеллигенцией в городах Грозном, Владикавказе, Орджоникидзе. Комиссия проанализировала также статистические, архивные и исторические документы и материалы. Требование ингушского народа заключается в полной его реабилитации, восстановлении ингушской автономии в границах 1934 года. А также установление ее столицы с правобережной части города Владикавказа. Ингуши и чеченцы, в числе других советских народов, подверглись жестким репрессиям в годы Великой Отечественной войны. В феврале 1944 года в результате бездоказательных обвинений все чеченцы и ингуши, проживающие в Чечено-Ингушской АССР, а также прилегающие к ней районов, были насильственно переселены в Казахстан и Киргизию, а сама автономная республика ликвидирована.
Тяжелые испытания выпали на долю переселенцев, особенно стариков, женщин и детей. Насильственное выселение чеченцев-ингушей в трагедия, незаживающая рана народа. Незаконные бесчестные акции выселения оставил глубокие следы в жизни народа. Горькая память об этом постоянно проявлялась во время многочисленных встреч на Ингушской земле. Чечено-Ингушская АССР была восстановлена в 1957 году, но актами об отмене репрессий права переселения полноценного восстановления не было. Не отменены огульные обвинения, чеченцев и ингушей в измене Родины. Ничего не сказано о том, что упразднение автономии народа было автономии народа было незаконным. Не было до конца решены и некоторые другие вопросы. Комиссия отвечает, что в нынешних условиях Декларация Верховного Совета СССР о признании незаконных преступных репрессивных актов против народа, подвергшихся насильственному переселению и обеспечению их прав, создает основу для полной реабилитации ингушского и чеченских народов. Автономия ингушского народа существовала ранее. Ранее Ингушская автономная область была упразднена в 1924 года при упразднении автономной Горской ССР и расчленении ее по национальному признаку. Тогда были образованы две автономные области – Ингушетия и Северная Осетия, а также автономный Сунжинский округ. Город Владикавказ был выделен в самостоятельную административную единицу РСФСР. В 1934 году Ингушская автономная область была объединена с Чеченской автономной областью в единую Чечено-Ингушскую область, ставшую в 1936 году автономной республикой с центром в городе Грозном. В марте 1944 года в результате незаконной ликвидации Чечено-Ингушской ССР на большей части ее территории были образованы Грозненская область, а остальная часть территории республики была разделена между Северной Осетией, Северо-Осетинской АССР и Дагестанской АССР и Грузинской ССР. Все эти территории были заселены русскими, осетинами, некоторыми народами Дагестана, выходцами из Грузии и другими народами. В январе 1957 года в связи с восстановлением Чечено-Ингушской АССР были установлены новые границы административно-территориальное устройство автономной республики. В настоящее время из 237 тысяч ингушей, проживающих в СССР, прошу заметить, во время СССР в 90-м году было 237 тысяч. СССР, на территории Чечено-Ингушской ССР живет 165 тысяч ингушей и 140 тысяч из них в Назрановском, Малгобекском, Сунжинском районах автономной республики, что составляет 3/4 населения этих районов. Более 33 тысяч ингушей проживает сегодня в Северо-Осетинской АССР и больше из них в пригородном районе автономной республики. Значительную часть территории нынешнего пригородного района, расположенного на правом берегу реки Терек, в 1924 году вплоть до 1944 года входила в состав Ингушской автономной области, а затем Чечено-Ингушская АССР. До 1944 года численность населения пригородного района Чечено-Ингушетии составляла более 34 тысяч человек. Из них 31 тысяча человек ингуши. А ныне на территории прежнего пригородного района проживает 40 тысяч человек. В том числе прописано 17,5 тысяч ингушей. В ряде сел этой части района Чермен, Тарская, Дачная, Майская, Куртат ингуши составляют от 50 до 80% всего населения. При восстановлении Чечено-Ингушской АССР в 1957 году пригородный район без учета возможных последствий для межнациональных отношений был оставлен в составе Северо-Осетинской АССР. В 1963 году его территория была значительно расширена за счет присоединения к нему земель Северо-Осетии по левому берегу реки Терек. Ингушское население Чечено-Ингушской АССР и пригородного района Северо-Осетинской АССР остро ставит вопрос о возвращении пригородного района и его проживающих в границах до 1944 года.
Чечено-Ингушскую АССР. Ингуши в своих обращениях указывают, что эта часть пригородного района Северо-Осетинской АССР исторически и этнически является ингушской землей. Многие ингуши, проживающие в настоящее время в Чечено-Ингушской АССР, стремятся возвратиться в села пригородного района, откуда их семьи были выселены в 1944 году. Но из-за ограничения прописки и купли-продажи жилых домов и документа за номером 183 от 6 марта 1982 года об ограничении прописки граждан пригородного района Северо-Осетинской АССР, эти вопросы не решаются. Многие прежние названия ингушских сел в пригородном районе заменены новыми. Все это вызывает справедливое недовольство ингушского народа. Город Владикавказ был основан российской администрацией в 1784 году вблизи ингушского селения Заур, как военная крепость, которая в 1861 году была преобразована в город, ставший центром Терской области. После установления советской власти в 1921-1924 году Владикавказ был центром автономной Горской республики. Остальное вы можете прочитать, и если вам, конечно, интересно, я могу прочитать документы те же самые, комиссия составленная, кем составлена, где составлены, председатель комиссии Беляков, Акаев, Боярс, Галазов, Дарсигов, Завгаев, Лавров, Маринчев, Осипов. Галазов данное заключение не подписал, особое мнение членов комиссии и так далее и тому подобное. Документы вы можете все найти, они есть в свободном доступе. Так что чтобы это не было огульным, чтобы вы не говорили, что я опять сказал что-то от себя, все это вы можете прочитать в данной книге. Документы, ксерокопии там приложены. Благо, тот, кто написал эту книгу, написал, они все живы, и Бугаев еще живой, здравия. Вот, так. Да, и не знаю, там, этого старика, который там зачитывал книгу Галазова и документы, о встрече Дудаева, о встрече этих комиссий встречались, они договаривались. Вы слышали, я зачитал то, что есть на документах на этой книге. Все это происходило, записывают это со слов очевидцев, документы могут проверить, посмотрите, все есть. И, конечно же, были встречи, и при встрече любой шли на уступки, кто-то шел на какие-либо уступки. Хотя, несмотря на то, что еще раз повторюсь, с 1989 года активно проводилась работа о восстановлении Ингушской республики, несмотря на то, что чеченцы не возражали, 2 съезда проходили здесь, и думаю, вы можете данные документы тоже найти на месте. Так, что я хотел вам еще. Сейчас. Еще один момент. Чеченцы или шишены, называемые также мичекиз. Из оных чеченцы, как многолюднейшее колено, занимают большую половину кистинских земель.
это уже Султыгову. Мы по документам идем, по документам, уважаемые мои. Кистинскими рассуждения преимущества в них с другим так. Большую половину кистинских земель. В их рассуждении примечаем у них разности с другими кистинскими племенами в нравах и наречии. Составляет особенное отделение. Кстати, глава называется чеченцы или шишены, называемые также мичекизовцами. Только по сходству языка к кистинским причитаемым исследователям можно было бы разделить Кистинскую область на две части, то есть на обитаемую кистями в теснейшем смысле, под именем коих разумеются карабулаки, чеченцы, ингуши и прочие колена, на область чеченскую, но сие должно представлять до улучшения названия кавказской типографии. Гюльденштейн упоминает в следующих округах кистинских провинций: Ингуш, Ахкингург, Ардахи, Ваппи, Осет, Макарл, Ангуш, Большой, Шалха или Маленький Ангуш. Чечен, разделяемый на округа Архи, Кулга или Джанти, Галгай или Галга, Джанти, Чеберло, Шото, Шебет, Чисрикакер, Карабулак, Мисты, Мерджи, Галашка, Дубан, к коим присовокуплять также Аксаевские округа Эндари и Аксай под общим названием Качкалык. 6 деревень. Сие разделение на округа нельзя почти что определительным, если они верно были к размышлению округов и так далее и тому подобное. Книга называется книга 1750-1820 годов с прилегающей картой. Карта тоже есть. И я вам перечислил, кто относится к чеченцам и какие округа. Ближние кисты, дальние кисты. Здесь даже указано 6 деревень. Эндари, Аксай под общим именем Качкалык. Так что вам еще? Сколько вам еще нужно доказательств? Ладно, давайте еще раз пошло такое, да? Что бы ни говорили, мы не будем садиться в больших шапках под 80 лет и людей обманывать, клясться Аллахом и говорить того, что нету. Так, 46. Считается установленным факт идентичности названия чеченцев с термином дзурдзуки-дзурдской. Походов скифов через Кавказ, Преднюю Азию в 7 века до нашей эры, связанные с этим становление этнической карты Северного Кавказа, главным моментом которого некоторые авторы считают появление здесь выступления на историческую арену предков современно нахчийских народов, дзурдзуков и дагестанских леков и так далее. С указанного времени предков чеченцев грузинские источники называют дзурдзуками. В этой связи именно вспомнить союз чарталинцев, то есть наших чертвай, и дзурдзуков против вступавшегося на картлийский престол Мирвана 3-2 века до нашей эры. Попытка картлийских царей подчинить себе силой горцев приводили к конфликтам. Начиная с 9 по 11 века источники чаще всего называют чеченцев дзурдзуками. Этот термин хорошо знает Леонтий Мравели в начале 9 века. По его сообщению, 11-3 века до нашей эры дзурдзуки представляли четко очерченную территорию, общность и этническую однородным населением. Н.Р. Мар пишет о том, что Иване поднялся на гору Халды, перешел гребень и переступил далее на гору Пхойцев
и дидойцев. С одной стороны, у него оказались дзурдзуки, а с другой дидои, и пхойцы. Подчеркивая роль дзурдзуков на Кавказе, на определенном историческом этапе в источниках встречается упоминание о том, что над сыновьями Кавказа был владыка Дурдзук, сын Терита. Дзурдзук же это был самым знаменитым среди сынов Кавказа. Ушел и расположился в горной теснине, который дал имя свое Дзурдзукети. Речь идет о доминирующей роли одного этноса среди остальных родственных племен на определенном историческом этапе. В данном случае особо следует подчеркнуть родственные отношения картвельских, нахчийских племен в историческом прошлом. Без учета этого фактора этническая карта древнего Кавказа будет неполноценной. Доказательство родства этнониму Дзурдзуки и Дзандкуай, Дзурдзкуай, а также топонимов Дзурдзукети и Дзандака, Дзандкуай-Ари нами уже констатировано в специальной научной работе и в 3 главе данного исследования. Вместе с тем, наряду с вышеупомянутыми этнонимами, касающимися нахчийских племен в письменных источниках, встречаются иные названия нахчийских племен. Цупани, Цоу, Софина и другие. Туски, Туши, от чеченского слова «центр», Двалы, Туалы и другие. Резюмируя вышеуказанное, считаем необходимым обратить особое внимание на эпохальную последовательность упоминания нахчийских племен в письменных источниках с 3 по 1 тысячелетие до нашей эры. Цитата закрыта. Слышно меня? 1, 2, 3, 4, 5. Хэшуйсу, цачико. Кто-нибудь, ответьте мне, слышно, не слышно? Слышно. Зачитал. А теперь я хочу, чтобы вы знали, кто эти слова, то есть этот текст, полностью поддержал, рецензировал это научное издание. Доктор исторических наук, академик Миликашвили, доктор исторических наук, академик Гиаргадзе, доктор исторических наук, член корреспонденции Академии наук Грузии Пицхалаури, доктор исторических наук Г. Гасвиани, доктор философии. Данные документы, где бы какой бы центр не работал в Грузии и не нуждался бы в помощи, если они сами будут противоречить своим же документам, это, конечно же, маловероятно, и оговаривать себя эти люди не станут. Я вам зачитал документы по поддержке, неподдержке документов, по поддержке ответил Идрису Абадию, человеку, который занимается хайповым пиаром на горе людей. А это горе людей, когда стравливают брат между братом, раз, стравливают соседи между собой, то есть осетинов и чеченцев, в том числе и ингушей. Я ответил сказкам и клятвам, который поклялся именем Аллахом Серяждину, который говорил, что кистинцы и дзурдзуки не имеют отношения к чеченцам. Не к чеченцам, а к нохчи не имеют отношения. По дзурдзукам ответил, по кистинцам. Один написал книгу в 1750-1820, это Семен Броневский. Другой по дзурдзукам, зачитал я вам почти что все академики, профессора. Третий, живых представителей, людей, которые участвовали по ситуации с пригородным районом. Плюс ко всему,
я вам и рассказал, и приводил. Вы можете спуститься буквально года 2-3 тому назад в Инстаграме. Случаи, доказательства того, как были, присутствовали, помогали, не помогали деньгами, лекарством, оружием и так далее, тому подобное, братья. Принимали и братьев ингушей из пригородного района беженцами, и лекарствами помогали, и вызволением, и освещали это чеченцы. Я понимаю, что фитначи и сказочники нарнийские сегодня любят больше говорить о врачах из Дагестанской республики, благодаря, когда пишут им дифирамбы. Альхамдулилля, Аллах видит, мы рады, если вы пишете эти дифирамбы и говорите то, что мы не упрекаем, то, что мы помогали или делаем братьям. Но когда нас упрекают в том, что мы не делали, нам приходится отвечать. А иначе это неправильно. Помогали, помогают и будут помогать. Тот, кто считает себя братом, тот, кто считает себя единым языком и так далее и тому подобное. Хорошие взаимоотношения, братские взаимоотношения должны быть между нами. Они были всегда. Хорошие взаимоотношения нужно придерживать и с соседями. Как бы это трудно не было, мы тоже не обвиняем весь Дагестан в том, что Ауховский район не восстанавливается или то, что не отдают дома. Мы говорим конкретно о людях, которые проживают в их домах, не отдают их землю и так далее и тому подобное. Мы не обвиняем весь Дагестан, мы обвиняем конкретных людей, которые противоречат этому и закону о реабилитации, и противоречат закону по исламу и так далее и тому подобное, соседский. Поэтому у нас нету врагов, и нету ненависти, нету национализма, нету того, что там территориальное расширение или сужение, такого нет. Есть закон, он сегодня такой, какой есть. Во время Терской области, Дагестанская область была за рекой Сулак. Можете проверить по карте. Абсолютно никаких проблем нету. И Аух был в составе и был со своими Чечни, непосредственно, ну, не Чечни, в то время там по областям они делились, да. Вот. После окончания была Горская республика, после Терская область, Горская республика, автономия, советская власть пришли и так далее и тому подобное. Сегодня, если далеко там на север ушли Дагестан, молодцы, значит, они добились. Но не нужно говорить, что это исконные их земли и что они принадлежали дагестанцам там 1000 лет. Это неправда. Но и об этом могут, конечно, говорить нагайцы, но нагайцы проживают не только в Дагестане, они проживают везде. Нагайцы есть и у нас, хоть их не так и много, нагайцы есть другие. Да, на старых исторических картах эта степь называлась Нагайской степью. Но они в то время были отдельные, это еще до того, как произошел, я не знаю, как правильно сказать, но исторические трагические события для наших соседей, братьев-мусульман нагайцев, где их сократили, и сегодня их не так уж и много, честно, если сказать. Ну и так далее, и тому подобное. Экспансия или присоединение, или на законном основании просьбы просят, переселяются, заселяют эти земли. Если кто-то уезжает, кто-то переселяется в другие места, ну, значит, если у них получается, получается. Но не забывайте, что мы тоже можем говорить и знаем свою историю. Вот. Да, это вот карта, где нохчи проживают. Не в такой, какой она есть сегодня, там и бывшие, там, где проживают. Здесь где-то Псидах, здесь где-то Аух. Вот. Ну, это там, где все нохчи проживают. Это вот такой вот донейшн. Еще донейшн прислал наш брат Заур. 3 человека сегодня поддержали наш эфир, задонатили. Заур ДРСХЛ, Заур Айса и Аднан поддержали, насколько я знаю. Дал Сейдуэл, дал Духуахуэл. Огромная благодарность за вашу поддержку. Если, честно сказать, если не ваша поддержка, работать бывает не так легко. Это дает и стимул, и дает возможности нам приобретать для работы, не для наживы, не для веселья, какие-то материалы. К сожалению, в последнее время у нас спонсоров и меценатов, которые нас поддерживают, почти что не осталось.
Но ничего, удирду. Время такое. Задавайте вопросы. Мы, несмотря на это, держимся. Да? Будем держаться, пока можем. Если у вас есть вопросы, задавайте. Что вы хотите еще услышать? В чем... Я еще раз повторюсь. То, что я рассказал вам только верхушку данной ситуации. Я мог бы рассказать еще больше. Машла, еще раз повторю. Баде Диал 3 семерки. Еще раз повторю. Молкуай исконно Нохчи Тейп. Находится родовая гора на территории Чечни. Молкуай, Зумсуай, Тумсуай, Тируай, Мелхи, Уарстхуай, Лам-Эхкей. Это все тейпы, они древние тейпы, это чисто исконные Нохчи тейпы. Они были, есть и остаются. Кто-то переселился там, сказал какой-то старейшина и так далее и тому подобное. В первую очередь мой тейп считается, что старшим братом был Мулко, вторым братом был Эшбату, третьим младшим братом был Цеси. Об этом есть сказание у Амуда Сулейманова, и оно записано. Никогда Мулкуа не были ингушами. Они не могут быть ингушами, потому что по возрасту Мулкуай упоминается, я сделаю скоро обязательно пост про это. Мулкуай упоминается еще в 15 веке, когда термина ингуши вообще не существовало. Вот. Галга были, но Галга были в то время тайпом, а это совсем другое. Если вы считаете, что я клевещу или говорю неправду, посмотрите ученых и Муса Зурабова, он еще до сих пор живой, выступление, и ныне покойный Нурдина Кадзоева, посмотрите, они в своих выступлениях много раз говорили о том, что Галга когда-то был тейпом, и как остальные другие Цуаруай тейп, Мулкуай тейп и так далее и тому подобное. Поэтому никаким образом Мулкуай не могут быть Галга. Это соизмеримо, однозначно они одинаковы. Разные территориальные общности проживали, они где-то переселялись. У нас есть и документы, я опубликовал, допустим, есть документы, где Галга переселились из Аргунского ущелья. Есть такие документы. Я не утверждаю это и не говорю, что это так. Но факт остается фактом, с ними не поспоришь. Я опубликовал, вы можете посмотреть, кто это написал, где это написано. Это в советские времена еще написано, что Галгай некогда переселились из Аргунского ущелья. Я не знаю, может правда, может нет, но в любом случае это зафиксировано. Поэтому Мулкуа не имеют никакого отношения к ингушскому народу, кроме как нам они. Нохчишен, Аллах вежрибуй бу, иш Мулкуа ашна вежрибу, и все. Мулкуа это не отдельный народ, это не отдельный тукум. Мулкуа это один из больших Нохчи тайпов. Был и есть и всегда остается. Поэтому он, если я не ошибаюсь, в 16 веке, кажется, Мулкуа упоминается впервые. Это очень интересный тейп, очень мною любимый, но получается, что он мне родственный. По ДНК нет, получается, хотя может быть и по ДНК, но зафиксирован в преданиях он в полевом материале. Это были 3 брата. Мулкуа, Эшбет, Мулкай, Цеси. 3 брата. Есть одна из этих версий. Они жили вместе, в одном месте. А потом Мулка старший, Цеси был очень, я вам рассказываю об этом предании, он очень был таким энергичным. Вечно дрался, ссорился. И в одном из встреч Мулка старший предупредил, если он будет вспыльчивый, если он сделает что-нибудь еще плохое, то он его отселит. То есть переселит в другое место. Но и при очередной драке Цеси убил кого-то. За счет этого, об этом там указывается, как он убил. Это из-за земель, где-то на покосных землях это все было. Кому интересно, это есть публикация у меня на этом канале, инстаграм-канале, нам вниз спуститесь, 2 года тому назад. Его Мулко очень сильно разозлился и
чтобы не оставить Цеси одного, Эшбет забрал его, и Эшбат и Цеси ушли оттуда. То есть Мулк остался на родовых землях, Эшбет и Цеси ушли дальше. Но и дальше он опять же, Цеси был сорвиголовой, поссорился, подрался между собой. Эшбату ушел в восточную часть, Цеси ушел в верховье. Шароаргун. Вот так все и произошло, и так разошлись три брата. Мулка, Эшбет и Цеси. Это предание есть. Некоторые говорят, что это недостоверно, некоторые говорят, что достоверно, но факт остается фактом. Старейшины, старые Мулка знают об этом. Мулка, Эшбет, Цеси, Чоуши, Гергалу, Лилинабу. Раньше, буквально 100 лет тому назад, считали себя братьями Оуши, Гергалу, Лилинабу. Из ситуации ушел. Не знаю, как сегодня, кто и зачем хочет там приписать. Там, я читал этот рассказ, какой-то норниец написал, что якобы там представитель, старый представитель Мулка сказал, что он тоже ингуш и так далее. Но это, конечно же, не так. И все это и чушь собачья, не больше. Так что штука, что ситуация. Ахкай цен нохчи бу. Лам ахкайбу цен нохчи. Никаких вопросов с этим даже и быть не может. Лам ахкайбут, ахкай тукумдувай. Есть у нас некоторые недальновидные, необразованные люди, которые утверждают, что арар ахкай, лам ахкай, что оба тейпа. Нет, это не так. Лам ахкай это тейп, который не входит в тукум, а арар ахкай это тукум, в который входит тейпы. Кстати, входят и Остхоевские некоторые тейпы, и Ламакинские тейпы, и так далее. Сегодня лакинский тукум входит и нахшмахкоевские тейпы, которые проживают. Все ауховцы, которые проживают в Аухе, себя это называют эхкой. Хотя исконно они происходят из тейпа, допустим, Цуантруай, или Ширди, или даже те же самые Эшбату, которые проживают в Аухе, или Зантуай. Хотя они нахшмахкойцы, но они говорят, что эхкайба, потому что они проживают там. Джамлейл. Перевод дошел. Так, хаждал Джамлей, Эрдон. Я даже не смотрел сейчас. Хаждал Джамлей. Так. Анзор показывает. Освободила Джамлей. Здесь у меня не так много донатов, поэтому сразу найдем, если это так. История. Так. Адлан, Заур. Здесь написано Тинькофф банк. Это Заур. Избер. Все, 3 человека задонатили здесь у меня написано. Хакочер даризм. Адита. Хакочер дон Джамлей. Адайтня хакочер дон. Они не в Дагестане оказались. Это никогда не был Дагестаном. Расул. Он стал Дагестаном позже. После 1921 года он начал называться Дагестаном. А до этого это не был Дагестан. Ты ошибся. Сбер, это ты отправил? Наверное, Хайник Хердон Дакки. Джамлей, Дересхил, Далси Дуэл за поддержку. Какая бы она ни была. Сегодня 4 человека поддержали наши братья. Это инстаграмные мои братья поддержали. Ютубовские воины недовольны по ходу моей работы сегодня и не поддерживают. Хотя я вас прошу, все, что если вы считаете, что-то я неправильно сделал или недорассказал, скажите. Да, есть острые моменты. Да, я могу их использовать в качестве, если там проводить дебаты или с кем-то жестко апеллировать. Но я не хочу их говорить в том плане, что я становлюсь похожим на Абадиева или на Идриса, или на Сережды, или на этого старика, или там на тех, кто публикует вот такие Филькины грамоты. Я не хочу быть одним из них. Почему? Потому что
эти факты нет. Не потому, что они не действительны. Они реальны, это было все. Это все реально происходило, но эти моменты все их мне рассказали. Все без исключения живые люди, которые живы сегодня в здравии и рассказали, как есть. Потому что я никогда не был ни в Ингушетии, в палаточном лагере, нигде не был. Но те, кто там был, мне всю картину данной ситуации описали. И благодарные мне рассказали все, как было, когда их приняли, там сами переселились в маленький дом. И такие были рассказы, что братья Галга их приняли, там, или Уарстхуа их приняли и так далее и тому подобное. Они рассказывали, как было. Никаких с этим вопросов. Ну, смотрите, почему я много раз говорил об этом. В Первую войну живущие намного беднее, ущемленные намного больше ауховцы приняли чеченцев. Никаких сомнений в этом нету. Все приняли. Все, что было, отдали. Если больше ничего нету, даже последнюю корову зарезали ради своего народа. Это я говорю про ауховцев. И не только ауховцы, и некоторые гумки приняли тоже. Я не знаю, про Сюли я не слышал, но то, что ауховцы приняли и гумки приняли, я знаю. Это в Первую войну, когда была Первая Чеченская война. Вот. И никогда ни один ауховец, ни один гумки не упрекнул чеченцев, мы вас приняли и так далее и тому подобное. Никогда. Я, по крайней мере, не слышал. За эти 5 лет и так далее и тому подобное. Не слышал. Хотя у меня были жесткие контры. И с кумыками были, и с акинцами были некоторым. Ну, они называют себя, по крайней мере, акинцы. На самом деле это не акинцы, они там сюли, которые знали язык и пытались каким-то образом, чтобы я отказался от ауховцев, чтобы я оставил эту проблему. Они вот специально, нарнийские ботики, пытались сделать работу. Почему? Потому что, когда речь начинали проводить, мы находили. Башлам Затерича 2 района возвращены в родную гавань, и остальная часть до Каспия. Почему нет? Ариберд. Нас... О, духайшн лай нахчихом, нахчимахта эльдус. Сихалой дагерч долхуми. Халгы дюси, цға хуш дачун. Сундайра иштейдус. Хадел до хаттарна нахчимахта жаплурдус. Сихалой дикияц. Собор, дуй собор. Дел духдия зундуй. Собри хлевиз. И самый главный постулат для нашего народа. Деба, деша, даха, санхоми, нохчика. Это самое главное. Возможно, сегодня вы думаете, что это не столько важно, многие вопросы, которые мы с вами обсуждаем. Но, Аллахи, это намного важнее, чем многие-многие другие вопросы. Вы даже не представляете, насколько это важно. Все, что вы мечтаете, что бы вы ни мечтали, но благое для нашего народа невозможно достичь без того, что говорю я или говорим мы в этом эфире. Если у вас отнимут все, культуру, традиции, адаты, территорию, все, что вы говорите, как бы вы ни называли свое государство, оно не государство, а вообще мифическое, да, государство, оно не будет существовать никогда. Без этого это невозможно. Многие задаются вопросом, когда мы говорим об истории, о геополитических процессах, которые происходили, кому бы стоило переходить шариатское. Шариатское государство пытались построить на нашей территории. Я говорю не о новейшей истории, я говорю о временах в 19 веке при правлении имама Шамиля. Что из этого произошло, вы знаете. Огромная потеря людского ресурса, огромная потеря территориального территорий и огромная непонятица в некоторых вещах. То есть
Нохчи-то никогда не забудут и знают прекрасно, кто есть, кого приняли, кого не приняли. И вот эта тематика, многие думают, раз во времена имама Шамиля мы не ушли, или и так далее, и так далее, и тому подобное, что это забудется, притрется и станут. Нет, сегодня, если даже те, кто вас принял, свой тайп остались, не осталось их никого в живых, ДНК проекта разрушает все, что есть. То есть по ДНК сразу все равно рано или поздно будет видно, кто, откуда и где его корни. Сегодня, может быть, это не настолько сильно развито в нашей республике. И я уверен, кто бы что ни говорил, даже о процентном соотношении, даже 20%, 25% в республике не сдали ДНК. Многие даже и не знают, что это такое. Однако все это в будущем и будущее за новыми технологиями. Европейцы, точнее нохчи, которые уехали в Европу, имеют доступ к этим ДНК-проектам намного ближе и дешевле, чем мы здесь, там, допустим, да. И данные, которые они издают, они тоже остаются в базе данных. Если они даже думают, что они остаются, они остаются. В базе данных остаются ДНК-проекты, ДНК, которые они сдали. И спокойно могут достать. Башлам, ассаламу алейкум, алейкум. От чего идет сегодня у некоторых арстхойцев, преимущественно живущие в Ингушетии, считают себя отдельным народом, как чеченцы и ингуши? От чего это идет? Почему? Из-за чего? От чего это идет? Но это идет само собой от того же проекта, который, ну не проекта, а от заложено это во время Кавказской войны. И шло это в то время от царской России. И сегодня, когда хотят и упрекают с одной стороны, что вы такие, с другой стороны другие, третья сторона хочет быть тоже, как бы, болезнь называется, небольшая, войнахизм, пытается отдельно. Ну, вы знаете, это то же самое, если сегодня разделяй и властвуй. Это нужно, чтобы разделить, потом приписать, а потом уничтожить. Вы думаете, что на той стороне в Ингушетии все рады тому, что отдельному проекту? Нет. Есть очень жесткая позиция и у них тоже, где они говорят, раз они такие, и там... Я не хочу сейчас вмешиваться в их внутренние дела, но они говорят, нет, если не ингуши, то идите туда, где вы. Вот. В Чечне никогда в жизни за все оспался не инхуай. Что и что? Не аухушпуй, да? За всю мою жизнь никогда не слышал, чтобы хоть одного уарстхуа или тируа, чтобы что-то сказали, отдельно сказали, нет. Больше даже была какая-то вот недопонимание теркистирчайк, ну, типа, у оппозиции больше, еще в те времена, тогда, не сейчас. Даже таких не было отношений к уарстхуа. Уарстхуа есть уарстхуа. Никакой разницы, это единый народ. А для чего? Почему, из-за чего это? Но коротко, если сказать, нужно разделить и поделить. Дальше будет уже проще задавить и уничтожить. Часто вижу арстхойцев, у них есть якобы, есть и свой... Да не было никакого флага, отдельного герба, не было. Все отдельно арстхуаши, отдельно бейнаши, отдельно атхуаши. Это, конечно же, не было такого. Были вместе все. Цахала. Может быть, у какого-то отряда под предводительством Уарстху остальные 80-90% нохчи были там. Но от того, что он предводил, и у него флаг какой-то был, это не обозначает, что это утайпа. Понимаете, и все. Гендерно, мюшпу гендерно, это нохчи был. Тут в Инсте много встречал девушек. В
Мухаммад, ты когда смотришь по утру, я не хочу даже твое имя, как-то, знаешь, твое имя настолько, не твое имя, а это имя настолько высоко. Сказочника ты видишь каждый день, когда просыпаешься, утром смотришь в зеркало. У тебя в крови быть сказочником, понимаешь? Мне сказки рассказывать нечего. Я как раз таки ваши сказки разоблачаю. Тут в Инсте много встречал девушек и мужчин, которые говорили не называть себя ногчи или ингуши. Да, есть такая болезнь. Я очень был удивлен. Да. Не удивляйся, я уже настолько привык. Есть одурманенные, обманутые большое количество молодых ребят и молодых девушек, которым вдалбливают вот этот ни в чем не нужный, ни к чем не нужный, никому не нужный, выдуманные, отдельные, отдельно дуешь, отдельно бубош. Нет ничего отдельного. Разность диалекта есть, больше ничего нет. Ничего. Вот. И тот, кто говорит, что есть, пускай докажет. Не надо, не надо там кричать, топор, нож, не надо, не драться не надо, ничего не надо. Просто докажите научным образом, что есть отдельный народ. Докажите, что есть отдельный народ Уарстхой, докажите, что отдельный народ Карабулаки есть, или Аштхоевцы, вот все эти названия отдельно. Тот, кто говорит, что они есть. Или отдельно есть народ там Мулкуай, или отдельно есть что там народ Эшбатой, Бенуай, Цуантруай, отдельный народ. Докажите просто-напросто. И все. Научным каким-либо образом. Покажите свою индивидуальность. Вы все по 2 метра. У вас у всех синие глаза. Среди вас нету ни одного черного. У вас у всех одна группа крови. Ну, или примерно, вообще, голубая кровь, я имею в виду, у аристократа. Что у вас есть отдельная национальная одежда, есть отдельная еда, одежда, питание, масанахил, что отдельно, ну, что-то, что есть отдельно, что отличает тебя, допустим, ты Уарстхо, или же отличает тебя от Шуануай, или что отличает тебя от Ширди, или Цуантруай, или Бенуай. Чем ты отличаешься? Вот что, кроме внешней, отпечатки пальцев и цаваус. Ты говоришь о другой национальности, я говорю, покажи другую вот свою национальность. Хасан с Ютуба задонатил. Хасан с Ютуба, ДРС Хилл, ты первый, кто с Ютуба сегодня задонатил и поддержал наш канал. Огромное баркалла, ДРС Хилл, да, духуахваль, эзершка бодисник судолетил. Ассаламу алейкум. Инах аш цахил чуэй хун цаюч чуэй ширай он шейн дикник цахуш болнах. Это я понял. Башлам, с чего связано, что среди ногчи есть и смуглые, и его родные могут быть все белыми головами глазами. Это уже не ко мне. Это уже не ко мне. Если в себе может родиться там, может по-разному выстрелить. Может, может так кто-то. Миллион процентов родной шинваши, допустим, Тхасимяха. У нас в основном все рыжие, все рослые. Но у нас в семье есть и рослые, но черные. Допустим, Дукуаху, Заур Олцунах, Алдеабочар, Чимаев. Он из Сажимол девичий канту. Он тоже, как и я, по 2 метра, но он темненький. Сашич Рустаму, Шоук девичий. Он тоже высокий, но он рыжий, как и я. Цюнан гендер гною, укнан. Он амирар цюнан. Ну, допустим, Вож Шич Муамаду,
Цюннан галгаю, еще 2 метра, под 2 метра ростому, из-за более такой шоколадный оттенок юшу. Цюннан галгаю, да эршбату. Хукуннан гендергною, да эршбату. Инц окол девиши он тоже по 2 метра ростом. Карул ажу и. Нан энгною, да эршбату. Мы в одной семье, и у нас вроде бы все, но такие вот разные, это как Бог наградил, как говорится. Вот. И эти отличительные, то, что может быть голубые глаза или карие глаза, типа у арийцев карие глаза, у остальных и так далее. Но это все не так, на самом деле все просто, это все наукой, как говорится, а рассказывается, почему бывают светлые глаза, почему бывают рыжие, почему бывают темные, это все указано. И вы не забывайте, что многие исследователи 19 века говорят, что большая часть там у нас были светлые, высокие, рыжие и так далее и тому подобное. Но там или рыжие, или голубые глаза, или светлые и тому подобное. Но это еще не говорит о том, что они могли видеть одну часть. Они могли видеть одну часть чеченцев ночи, а другую часть могли не видеть. Понимаете? Я имею в виду о том, что восточных чеченцев они могли не видеть. Они видели только западных чеченцев и так далее и тому подобное. Вот. Хотя сегодня есть некоторые нордийцы, говорящие о чистоте крови, о чистоте расы, но на них посмотришь, он ничем не отличается от того же армянина или того же осетина, ничем не отличается. И он мне говорит о чистоте крови там. Упрекая меня, почему я светлый и так далее. Почему-то сравнивая меня или с терским казаком, или с нагайцем. Какой нагаец, я не знаю. Вообще-то монголоидной расе не имеет никакого отношения. Да и казакам. Казаки в основном, можно сказать, у них светлые, глаза, русые, белые волосы и так далее и тому подобное. Но это тоже... это тупость, просто идиотизм, не больше. На самом деле это знаете, от чего отличается? Вообще научно, если говорить. Это чем меньше ты взбалтываешь кровь, по идее, должен быть тем светлее. Вот, так говорят наука. И это не есть хорошо, кстати. Это не есть хорошо. Если вы думаете, что это хорошо, это не так. Это как-то так, по крайней мере. Как происходит метаболизм, посмотрите Во всем мире меньше всех рыжих. Со всего мира шатенов и блондинов поровну, где-то получается по 48, нет, по 49%. Я смотрел последнюю статистику. 49% блондинов, 49% или где-то приблизительно так брюнетов. Брюнеты и блондинов по 48%. И всего во всем мире 2% рыжих. Во всем мире. Из всего населения. Так что рыжие это не есть хорошо, если вы думаете. Худые-то, мы есть. Нас мало, но мы есть. Но это не делает меня ничем лучше, чем темный или блондин. Есть некоторые которые видят везде мистику и так далее, которые говорят, что якобы у арийцев только карие глаза и так далее и тому подобное. Это тоже ерунда, не больше. И арийцы, и не арийцы, и все наши, это мы один народ, это все это этим видно. Я не понимаю, зачем во время эфира мне присылать «Я в эфире», «Адуаг», «Я в эфире». Я в эфире. Вот так вот. Есть вопросы, задавайте вопросы, если еще есть. Вот, и что да. Вот так вот.
Я очень... Ибрагим, сколько у нас там в эфире, в других стримах, сколько людей? Ну, 25-30 человек, и что, нет, сегодня держится, пятница, уже 2 час ночи, с 10 часов, неплохо. Аудитория хорошая сегодня, слушающая. Надеюсь, что вам нравится, по крайней мере. Разделил вопрос. До меня не дошло. В этой книге было очень много хорошего. В этой книге. Хоть многие увидели там негатив, на самом деле вот в этой книге, где я перечислял документы по пригородному району, там очень хорошие. Поддержку ингушей и пригородному району очень много чего написано. То есть 80% написано в их сторону. Алейкум салам. Про районы. Какие районы? Я же про районы ответил. Ты задавал вопросы про районы? Мой вопрос. Где ты задавал про... Мне не доходило. Ассаламу алейкум. Про 2 района? Про эти 2 района, друзья. Но, кстати, этот старый, да, тоже рассказывал там, типа, нам говорят, что каждый раз глава Чечни говорит, что отберет 2 района, 7 сел. Глава Чеченской Республики не говорил, что заберет. До тех пор, пока не начали говорить, вы нам ничего не отдавали, это на самом деле было наше, это и так далее и тому подобное. Еще раз повторюсь, будь проклят Сталин, который объединил нас с вами. Чеченцы должны это говорить больше всего. Если бы не было этого объединения, Сунжинский и Малгобекский район были бы в составе Чечни. Потому что они добровольно присоединились после упразднения чеченской автономии. Вот так было. Хотите правду? Смотрите. Адай кошмаши, ай тхогинц ошичи беляо, кадук-дуй, это все, это уже эффект последних 30 лет. 30, нет, не 30, это больше даже. Ну, больше 30. Тхадедавр, как на славянском, Тхадедавр, как на славянина похож, чистые голубые глаза, белая кожа, женился на смуглой, все дети смуглые, там гены решают. У мамы гены по передаваемости кожи, цвета волос и так далее сильнее, вот и все. Ну да, я же и говорю, это откуда выстрелить, неизвестно. Или от мамы может выстрелить, или от отца. Допустим, у меня отец смуглый, у него волосы на голове были черные, но борода у него огненно-красная была. Огненно-красная. У меня в начале, по молодости, были красные волосы. Царутья, никакая девушка вообще, рыжих никто не любит. Начал становиться старше, они начали больше, как шатена, рыжие, уже к этому возрасту у меня волосы стали черные. У меня волосы черные, а борода как была красная, так и красная с сединой. Так что вот так. Вот интересная тема. Это генетика, Башлам, реально, когда вникаешь в эту тему. Нет, про генетику это, конечно, интересно. Но все надеяться на генетические результаты, только о генетике говорить, это тоже немножко неправильно. Наука была очень молодая. Да, в России с 53-го, да, ее до этого времени называли лженаукой. Я понимаю, почему ее называли, потому что там, на самом деле, с их политикой, которая называлась интернациональная, это никак нельзя было, потому что он показывает, что все-таки одних от других отличает. Но мне рыжие люди нравятся, да, я-то, конечно, многие вещи уже к многим вещам привык. Я уже за эти 5 лет, когда начинают приписывать от терского казака там, до русского и так далее и тому подобное, уже смешно немножко. Ладно бы говорил бы кто, бы на себя посмотри, ты ничем не отличаешься от ара, который живет там где-то в Армении.
Мне абсолютно, я ко всем отношусь одинаково. Да, предпочтение, конечно, Саненда, Авютас, 2 метра ростом, блондин, синие глаза. Деда среднего роста, голубые глаза, русые. Ну вот и. Джамлай, эхал эллак, думаю, чуксой. Еще раз повторюсь, Джамлай, мне всего лишь 4 доната пришло. Наверное, один из них твой. Я не знаю. Хердоны. Сегодня, нет, еще хотят само из Ютуба, само, да, это 5 человек прислали. Они даже, сумнаш эрдер, но сон яхиет и рассоцега. Диться ума дать сундари. А хакач далариас эрдерон Джамлай. И хаде наш зачитайте, да? Читал твои посты и удивлен знанием вышел, но многие источники связывают чеченцев с шумерской цивилизацией, если там доля правды. Расскажи, Башам Падик. Ну, про шумеров здесь СМС о списании пришли. Ну, значит, Хакач Хердон, если пришло. О шумерах можно много чего рассказывать. Сейчас дошло. Сейчас дошло. Каир поддержал нас, от Каира дошло. И вот дошло. Хакач Чешон. Вот уже чуть-чуть наши телезрители, мои подписчики, те, кто слушает, начал поддерживать наш канал. Не думайте, много или мало. Это в любом случае, что бы ни было, все в нашу общую копилку для нашей работы. Я уж точно никогда не разбавляю. Насчет шумеров, заболел. Смотри, есть такая тема. Шумеры, это сейчас немножко неправильно будет. Шемор Бог, хадоларик. Это шем али Бог. Идут игра хадян. Ну, история шумеров, она очень древняя. И я, честно сказать, не сильно хочу нас всех... Так, сейчас, подожди. Египет, Предняя Азия. Вот Шумер, династия Ура. Но если вот династия Ура и города об Урарту, то, что рассказывают, 160-я страница, вот такая книга. Это научная работа, так что прошу, тексты и документы. Видите, написано тексты и документы. История Древнего Востока. Ну, у вас зеркальная, я не знаю, как видно или нет. Вот такая толстая. Вот, так что не надо говорить, что это мы написали, там, чеченцы себя приписывают. Так вот, Предняя Азия, там... Здесь есть совпадение многими вещами. Названия есть некоторые. Ну, здесь история Месопотамии, вот если сказать, здесь очень много чего написано. Здесь больше мифологии, больше времен Джахилии. Вот об этом очень много написано. Но здесь, видите, Ур, Нана, вот такие названия. Царь Ура, царь Шумера и Аккада. В стране ежемесячно 900 гур зерна и так далее. Здесь все об этом написано. Я читал, совпадений много, но говорить, что это наше, у меня, честно сказать, язык не поворачивается сегодня приписывать к себе, потому что здесь, видите, царь аккадцев и шумеров, царь хуритов и урарту. У нас столько всего переплетено. Я не могу никак, мы не можем с нашей историей разобраться полностью. Ну, благо сейчас уже... Вот прямо в эфире, когда можно было картинку и видео загрузить в Инстаграм в прямом эфире, это было реально круто раньше. Я не знаю, почему они... убрали эту функцию. Когда эта функция была, было очень приятно, и можно было сразу нажать и показать вам какой-либо документ или видеоролик, или ответить этому человеку сразу за его ложь, там, клевету и так далее и тому подобное. Поэтому
Это, конечно, эту функцию зачем убрали, я не знаю. Да, кстати, поздравьте, мы опять в нашем офисе, да, вы увидите. Вот. Сегодня мы немножко реанимировали наш телефон. Другой, как бы, меценатов мы не нашли, поддержку, как вы говорите, хотя многие говорили, что я работаю на правительство Чеченской Республики, что я работаю и так далее и тому подобное. Вся эта байда и сказки не оправдалась. Где я работаю, это мое личное дело, а то, что я провожу блог и провожу свои прямые эфиры и стримы для вас, свободное свое время, причем не касаясь ни политики, мне это не сильно колышет, имеется в виду, я здесь не веду там политический арт, сделайте революцию, сделать, нет, это меня не касается. Я занимаюсь историческими, культурными процессами, рассказываю вам об истории, о культуре, о наших башнях и так далее и тому подобное, тейпах, тухумах. На самом деле, хоть многие сегодня интеллигенция считает себя круче всего, там, крутыми себе, да, я считаю себя намного счастливее, намного важнее, чем... Я не говорю, что я важнее, чем они, но для себя я вижу, что я могу вам рассказать, что вам интересно преподнести. Увидели то, что я вам перечислял сейчас, какие-то факты, отвечая Идрису Абадиеву, да, который рассказывал сказки, что чеченцы танцевали, пели, пока у них шла война. Ну, какой-то чеченец, который там... Во-первых, не было в то время развитого интернета, это однозначно. Не было, как сейчас, где-нибудь что-нибудь произошло, авария, сразу засняли, скинули. Это другие времена, люди были совсем другие. Где-то с этой стороны начался конфликт, допустим, в Ингушетии, с Осетией, да, живущий в Биное, на Жаюртовском районе, в другом районе, мог не знать, мог не интересоваться политикой, мог не интересоваться многими вещами. Он где-то провел какую-то свадьбу или что-то. Ну и что? Вы танцевали, пока мы умирали? Но у нас шла война 20 лет. За эти 20 лет вы хотите сказать, что не было ни одного концерта в Ингушетии? Не было ни одного выступления? Не приезжал Борис Николаевич Ельцин к вам? Вы не танцевали рядом с палаточным лагерем, включая музыку на громкую связь? Не было межнациональных драк и всего остального? Этого не было, вы настолько идеальны, что вообще вы не ездили с побратимами, с концертами к тем, кто не отдает там, допустим, дома братьям-ауховцам. Я могу много чего перечислить. Но человек взрослый, рассказывают эти Филькины сказки. Я вам зачитал сейчас эти документы. То есть то, что я вам рассказал, я подтвердил вам лишний раз по документам. Что касается остального, то же самое. Про Дзурдзуки я вам прочитал. Про кистинцев я прочитал. Ладно, вот сейчас задали вопрос про шумеров. Шумеры, хуриты, урарту. Эта тема очень большая. Во-первых, сейчас все в основном смежная тематика, которая у нас есть, это по языку, лингвистически. То есть сравнение идет по лингвистике, про шумерские, хуритские. Но, однако, я еще буквально 5 лет тому назад, когда эта тематика поднималась, говорил, что если вы смотрите уральские или хуритские башенные комплексы, которые они строили на скалах, они очень похожи на наши. Да, они немножко круглые, не квадратные, не пирамидальные, как у нас, но они похожи по строению, как их строили на горах, как они размещали, вот твердый фундамент выбирали. Это очень много похоже. Перешло ли нам это из Урарту, то есть от наших предков, как это передалось каким-то, возможно. До сих пор не решен вопрос, мы говорим Шеймар Хадях Киндуай, Шумеш Киндуай и так далее, с Месопотамией, но без разницы. Пришли мы оттуда сюда, или оттуда туда, или некоторые говорят вообще, что мы жили на этом большом пространстве, что от Кумы плотли чуть не до озера Ван и так далее и тому подобное. Но многие гипотезы, они остаются только гипотезами. Проблема в том, что когда вы говорите такие гипотезы, вы должны понимать, что народ должен быть настолько большим, если говорить о таких территориях.
такие обширные территории. Хотя, в принципе, да, можно сказать, что людей было меньше, земля была больше, что люди с каждым... Вы можете опровергнуть и сказать мне, ты не знаешь, Пашлам, что с каждым годом людей становится все больше, качество жизни улучшается, и из-за этого там нас было больше. Но если мы говорим об этих вещах, примерно, допустим, должны быть подтверждения. Вот по книге Гурама Гумбы, точнее, книгу написал он, а там документы другие, там, из армянских источников, из грузинских источников. Локация наша, это, ну, Нагорный Карабах, да, вот озеро Ван и до Среднего Кавказа, Северного Кавказа. Даже этим не заканчивается. Я думаю, что части просто-напросто 2-3 брата могут разошлись. Здесь, я думаю, больше прав Леонтий Мравели, который указывает, что грузины части одного там от потомков, вот потомки Кавказа, один был Дзурдзуком, другой был Леком. Дзурдзук осел, и от него пошли там Нохчи, потом Галга. И от Леков пошли там лезгины, и потом остальные там коренные народы, такие как там аварцы и так далее. Ну, кто пришла, они сами знают, я не хочу туда вмешиваться. Поэтому этих вопросов очень много, и много сейчас, сегодня, говорить с наскоком. Да, есть совпадение древних вот этих божеств. Да, я знаю, к сожалению, это не лучшее из то, что можно было бы сказать. К сожалению, люди, которые не знают ни истории, ни культуры, пытаются и ведут очень, причем набирая обороты, ведут в Телеграме джахильскую пропаганду, то есть пытаются отделить Аллаха от Дейла. То есть они берут название чеченского божества, отделяют его от Аллаха и делают их два параллельных. Якобы Аллах это арабский бог, а Дейла это якобы наш бог. И вот такие люди тоже есть, которые занимаются. И мне многие при встрече говорят: а ты слышал? Да, я слышал. Да, я вступал с ними в дискуссию. Их уничтожить вообще 5 секунд, имеется в виду, по истории. Они не знают, ни черта не знают. Честно. Да, они в Википедии статьи взяли все эти каббалистические, атеистические и языческие отрицания единобожия мусульман, вот эти вещи используют. И многие на это ведутся, многие слушают, говорят: вот ты, Дейла, говоришь, нам нравится, а вот ты нас отделяешь. То есть есть вот эта замануха. Короче, грубо говоря, это софистика. Не грубо говоря, а говорите себе, спор ради спора, просто ради интереса. Просто ведут свои догадки, домыслы. Вот я прочитал, вот там это написано. Все это и без них люди могут найти в интернете. Но одно дело видеть в интернете и сказать: хочешь читай, а у нас люди не любящие читать, мы знаем это, да? Но не сильно все любят читать, честно вам скажу, это я знаю и по своим статьям, потому что когда ты пишешь, ему пишешь статью о нашей истории, он не читает, а задает вопрос тебе все равно. Ты закидываешь карту, но ты посмотрел карту, увидел, где там Нохчи, чеченцы, Межиги, кистинцы, дзурдзуки, аланы, но это, все это относится к нам, да? Мы имеем к этому прямое отношение. Ну, карту посмотрел, ну, прочитай, там буквально 10-20 строчек, прочитай. Может, что-то прибавится, где-то расскажешь, ты послушай. И мы же только интересное публикуем. Я не знаю, если ты какая-то, извините, чтобы не выглядеть сексистом, если я там какая-нибудь красивая девушка, там, обтягивающая что-то одел, все. Тысячи и тысячи лайков, тысячи, там, я не знаю, признаний в любви, о том, что она такая красивая, там, задарю любыми машинами, квартирами, деньгами, да такая, как ты, да я самый, что не есть, Ромео там становится, телефон я это, личку я Аллах, я царь, от дюня да царство желудок сразу, хайзи я царь, вот так идет, man. Тысячи сидят там. И без разницы, какой бы она национальности была. Если это русская там Дуся, Муся, или это Сюли, там Аиша, Маиша и так далее. Ну, я вот, не Аиша, пускай там Гюльчатай какая-нибудь будет. Или это там чеченская, там, я не знаю, Мелх Эзни и так далее. Там, потом. Тут люди, наш народ, он любит глазами. И
Не только глазами, конечно, и шуршанием денег тоже. Ну вот так. Неплохо, не хорошо, так как есть. Ах, что дух, хазудри дух песни. Я не говорю, что это мне не нравится. Мне самому это нравится. Я знаю. Хазюа ахазхиет. Ах, чхальче хазхиет. Потому что ты можешь решить многие проблемы. Можно сделать. Валлахи. Я бы многие вещи просто так решил бы. Если бы была бы возможность. Но нету. И тебе приходится входить в эту программу, ты выставляешь вон снизу реквизиты, номер карты для поддержки, поддержите, если вы поддержите, и мне нужно, если поддержать, собрать, или Ибрайма попросить купить, или кого-то другого за границей подешевле, если здесь книги купить, что есть карты, есть я телефон, ваша карта распечатать, дахарач, дихар, дурас, если у него время есть, он сделает, нету. Телефон нужно сделать, звоню одному, братан, цара, йора, харни, цара, пока возможность, я царь там, и так далее, и так далее. Это у всех так, я знаю, такова жизнь блогеров. Не знаю, по крайней мере, наших блогеров. Исторические блогеры, которые изучают историю, они не хайповые, понимаете? Нету хайпа в этом. Многим это неинтересно, зрители более там, зайдут, заскочат, спросят, уйдут. А если цающие наркота, я цахум ахули, вот тогда у тебя просто-напросто. Если эша шлок шхули, я тир бедриш таю шхули, я татуировку штя ехкина ахули. Все. И ЧП Грозный, и ЧП Элдит, нет, унядин. Все садятся там, у Дуняда Мелдал, там, и комментарии, и так далее, и тому подобное. Я не знаю. Честно сказать, духа борча нохчимата дейлду нохчимата лица халмадаци. Вайц эрда хархия мюжги хляста. Ну масала вейчарен веймата хадис вулча вохуду хаан. Ахсахум ал хомичахизай. Вот присах дакико эфире. Мы просто-напросто на ровном месте в эфире провели 4 или 5 часов. Или 3-4 часа мы провели. Где воевали просто за то, чтобы за одно слово, грубо говоря. Называешь, я этого не слышал, я слышал по-другому. Но ты слышал по-другому, он слышал по-другому. Где-то это есть. Не может быть, чтобы не было слова, нохчи маттанюха, история Бог, что дваш сахила ищяц. Жейни, тептари, хиллаги, иси, чуй. Да нет, не подходит это. Любая вещь, которая есть там, даже видео, даже телевизор, сюна нохчи матта, ха нохчи матта, масла куарги балах, я чо шир балах, сюна и два шаху коуч хват дахалдац. Зайня ауя, захуювай, цепочка. Телефон хылмаса или зайня, масар мау зайня уйо. А мичер дала и дваш. Шиба шау дариз, дацер. Дама дацер. Дам хинц дарма динс, маса цаму қис салаху зайня убол, телефон убол, дуй, цам қис мацалута. И ты не можешь как-то это, и логически это правильно. Мы тоже по видео говорили, тоже про картины, про карты говорили. И ночью от бис вулвел чанк орги бицам бюцер буай пшеку яц и денло биз и бица биз ой ас смяление цуналяц постшунгина amma sonluğa гуда войн и бюч был и хар мархал юч хар истории мархал ачам хар истории юч ах кидек дюч хулча сун вейна хаи قيش أمنش مشجش جوكتش تسرن وين إخائي لا وين إخائي ميشر دال دو تسرجر إتسدي استشجر ويد عديش وين إخائي لا سو وين عودل دوتسي وين تتوان ببيتسخاش ونيعني تيك توك يبيتسخاش هردا بيتسخاش بوشيت يحسديت وين دعدي شخا وين دعجي تخا وين تلم بقى وين شير دشنيش دلع قدك دلع مرخل دلع قبلش بلع صورت دلع دلع
лотарс ла массухум дагайтиш, то есть агас кемуатцаяза нохчу хелдиаро هاشتغل حسين وياتنك حقا حسين حوي حسين واتو ياتن خلديرو دال سيد ولا دال دقوا ولا والله خلديرو خايد باونس ترى انا مسارل دقياتنك حوق يبقى سي تقريق خو ورسا أمريكير وإفيري هاشتو ديك بديش كيور تيسو بديش كيور حلقة أوروبيا تونيشو بديش كيور إش بارتسينس تاق تندير غوديش بيش بو دانا نوش أو تحسسون положение шпук تعيش توي خلдах каш гошка это ой но мы датим дай Аллах тебе сил здоровья долгих лет жизни вошла дересхил поэтому цундер Аллах чворсо ой матта дис халдачун валай дат ой лата ой матта дис халдац бол бо халдац дакачу халдац дак пяслилу халдац нохчи квачлилу халдац لامزن بيرسكندينا روزباندينا ويشول تير دوخر دوخ واخين سورت ياخن شو هرويات هرهونيادين سبارتي والله يا تاع سبارتي من فورما يات شاي الحق نيد قاتشز حل يشو اذا كوارتن شتاقولش كوارت لامز داش بياسيا تاع اتيوش كوارت هما يوتيغا قيتا هما داتو تاع سونو نيدرش يوقشو اذا تاقيدين سنو قيتشو باترانتياشي هنا газеркши умшят тут я тама язинят бетер ой угер дуктиеш дол дохер ушул михайн доин да бетер хуну дуктиеш хилер ибуаса буцерт ақарез бас ахар дой авож дой асу хосдо قاسا دیش یه سورت چو قاس چوتsa قاسچا سورت اوقنشی برايل شو انستغرامي و فيسبوكي وای هینز دیاشتو قامیال مسومتی رستراژیرو دیاشتو یوتیوب چو ادوار اینستاگرام چو ادوار تلگرام چو ادوار فیسبوک چو ادوار روتوب چو ادوار مسومتی مسو платформ شو چو خوش مدوش ناخچه چوی ناخچه استوری شاید مسن خاید یوتیوب چو اوسی ابراهیم سی بیاشوک ابراهیم زبال بود دیلگیه تمثانه миллион еще халашара миллион человек просмотрели нашу видео миллион человек мел докунду просто ролики иш хаусни миллион стагановой истории ход шудаш садеш шунца атум хияти حاصل иттелч вахи насо шидал каменатисна Zeit шит сат шолсат دي ساعة دوسو شوز حلقاتنا سوقي حلقاتنا وات خين عينا نيتقل ماتسو نيروشيز دعيشيز دعايتيز داق مسهمنا شو рез хлеташ лишу всю историю честно сказать шум богдик дисла рассказать историю или историю тейпов или историю конкретно по направлению по специализации никаких проблем нет. Я не хочу, чтобы было так, чтобы вот ты рассказываешь только это, нам тейпы неинтересно. Все, я буду, а вот ты к тейпизму. Нет. Я говорю, от тейпов нельзя отказаться. Это часть нашей истории. К сожалению или к радости, от тухумов тоже нельзя. Военно-социально-экономический союз. Терминология это намного очень важно. При становлении любой государственности или любого народа полноценного. Это все должно быть. От малого к великому. Просто есть периодизация развития того или иного народа. Если вы думаете, что если я не говорю быстро, или пытаюсь как-то простыми словами апеллировать, или констатировать факты какие-то, или не записывать с бумажки, зачитывать, если вы думаете, что я это не умею, я это все умею. За эти 5 лет я столько всему научился. Даже имеется в виду, не считая те 5 лет, которые я в университете закончил. Называйте меня псевдоисториком, называйте меня как хотите. Мне без разницы. Но все, что есть свежее, Иордания, Турция, Грузия, Панкийское ущелье имеется в виду, Аух, Чечня, Ингушетия, Европа, где бы что ни происходило, всегда братья находятся, которые присылают мне, и я до вас довожу это.
раньше всего. Да, есть какие-то моменты, когда я пытаюсь каким-то образом это подкорректировать. Вы должны понимать, какая политическая ситуация. Чтобы вы знали, я хочу, чтобы вы были проинформированы, все, кто проживает. Принят закон о дискредитации там нынешней ситуации в Украине. Теперь, если вы опубликуете или отправите, если это будет дискредитирующей или фейковой новостью, у вас будет изыматься ваше имущество. Все эти законы, все это нужно знать. Потому что, а иначе ты обходить острые углы и вести твоя работа прекратится. От того, что вы думаете, что если сесть, быть таким критиком новоявленным, тут сказать, раз, два, три, сказал, вот ты это не говоришь, ты сказать не проблема. Ты должен дальше жить, ты должен дальше развиваться и дальше должен приносить пользу своему народу. Это как в спорте. Многие хотят вырубить нокаутом в первом раунде. Да, хорошо, если у тебя это получается. Но не забывай, что раз на раз не приходится. И если попадется тот, кто точно так же хочет и тебя вырубить в первом раунде, ты должен додраться, как в боксе, все 5 раундов или UFC. И поэтому многие наши спортсмены после первых 2-3 раундов сдуваются. Не наши спортсмены, я вообще в мире говорю. А есть те, которые идут до конца. И 5, и 10 раундов могут дойти. Такие, как Артур Бетербиев. Но вы должны понимать. Эта работа, я почему такими примитивными терминологиями оперирую? Чтобы было понятно простым людям. Потому что у нас очень сильно любят спорт. У нас очень сильно там понимают, о чем я говорю. Выбирайте. Мы быстро выстрелим пару новостей и закроемся. Или же останемся. Еще раз повторю. С 2018 года было открыто почти что до 40-50 исторических пабликов. От 40 до 50. Сколько осталось? 5 не наберешь. 5 еле-еле наберешь. И то там специализация у каждого по-разному. Поэтому нужно понимать, друзья. И мне это очень самому сложно. Я понимаю, что да, те люди, которые пытаются меня дискредитировать в области того, что вот ты говоришь, сравниваешь себя с другими блогерами и так далее и тому подобное. Может быть, я бы это и не старался этого бы делать. Не быть похожими на других. Но, к сожалению, выживаемость канала и контента зависит от этого. Вы посмотрите, в последнее время у нас пошел актив. Подписчики начали появляться. И это хорошо. Появились новые подписчики, причем девушки начали подписываться. Не знаю, может из-за негатива, может из-за позитива, не знаю. Но появляются. С учетом того, что по сути своей Инстаграм вымирает, имеется в виду, потому что нужно заходить через VPN. В основном все сидят в Ютубе и так далее и тому подобное. И у нас этого нету. И мне приходится и через YouTube, и... Шун себе, не? Вы суном себе, не, по крайней мере. И поэтому у меня... приходится за каждый, как говорится, за каждый кусок драться. Кусок и в историческом плане то, что нужно вести. И нужно каждый раз. И тут речи нету. Если старые маразматики, а иначе их нельзя назвать, те люди, которые занимаются фитнесом, занимаются и говорят, что вы, там, извините, там, один клянется Аллахом, что вы это не вы, другой клянется... божится, говорит, что пока у вас шла война, мы танцуем. Я еще раз повторюсь. Когда у нас дома шла война, в одном районе шла война, в другом районе может... И это не веселье в честь того, что там идет лоузер. Нет, это совсем другое. Танцевали, еще раз говорю, и во время депортации, когда было холодно, голодно и трудно, это показывали дух, несломленный дух чеченского народа, новчий народа. Смысл был в этом, а не из-за радости. Многие не знают, но вы слышали рассказы от старших,
что раньше, даже не так давно, даже в 20 веке были случаи, когда Шекерта, Велстаггавулша, Цергясин, Ялин Зудела, и так Эйла Доккой, Эцкерта, Ялин Зуд Даярзаю, Эцдина, Шолштейна, Тезят Хватош. Были и такие случаи. Это насколько нужно иметь мужество. Понимание в этом, да, многие сегодня могут сказать, что я не прав. Что я, это с точки зрения как-то это неверно. Вполне, но мял дюнал хилдиз, мял гилла хилдиз, яхлиз, чтобы вот такие вещи вот сделать. Харди харвеллиг уже делал рвац, хакардин, кел хусам хулшу, хакар кел хархулшу, ал ях дацалуш чак болшхила. Шу с ойдейнаной мабуш. Если сегодня такое сделать, тебя 33 соседа проклянут, 43 соседа будут тебя обсуждать и говорить: о, мааудалу из магарду вожду бордер. Диня то штата, все на дин перекидывают и все. А сами дин дица дуча, кичак дин применять, а сейчас это анлачвашбу, я не цимюшбу, я не хакдушбу. Раву алейкум салам. Раньше были такие. Это наши отцы и деды. И матеря. И попробуй хоть кто-нибудь не сделать то, что сказал дедушка или отец. Попробуй даже задуматься об этом. Яхьяр, юхьяр, гылакдар. И мало того, раньше это бы не осудили, раньше это бы наоборот сказали: делдама бы мадюнал дорше, баринах, иштбар, уштбара. Сегодня мы хотим пользоваться всеми благами, которые оставили наши предки нам. Но сами быть похожими на них не хотим. Вот это самая большая проблема. Валлахи, биллахи, талахи. Ни тогда, ни один человек, где бы он ни жил, никогда в жизни бы не отдал бы своего. И не позволил бы этого. Тем более сегодняшними технологиями. Попробуй сегодня найди дедушку, которому 80-90 лет, и скажи: да-да, если бы он тебе ничего не сказал, тогда он был бы безразличным к своему. А такого не скажет. Хамуах бор, хаюрт йор, хакерт йор. Человек, который из-за метра земли с соседом грызется и стреляется, сегодня сидит мне в эфире или пишет мне кляузу: «Аддитациян илахти шиметр биевайн ума кочерят». Так, дало хай шиметр. Нохчу муахт малу, да. Нохчу камма духдайта юкир. Нохчу уй, удер нохчу. Удер нохчу, мелхи нохчу, хилдияра нохчу, тиро нохчу, муху нохчу, орстхо нохчу. خيلو خيجو إن شاء الله. خونق تيجو عصبر شابش تبعكن بوتش بوشناس. تبع نجملو وين خوشلو. لامبوش يورتوش باويوش باويات عشي يورت لامبوش. نقطة أوقي. شيء وري ديش نيتورك وري برخي إسي إتي ديش كردويندا. شو أيلنش شو أحكي تاني وقت اللي الهمش بعناها شو دي كشنش دي لهتن دي مخكن بال سخلر تخميسك دلعت خخل داخش دلعت خم بوترت بال أس إبوخ شرك باشون أس ما سرك بوش دات يحيوش ينوخشي قومن شي ديش نانوش شي يورتن مخكن سجت داشتول شرك با ديتا معانا رأت مدو يمسو خينا واخينا حقو إيلر وقهم وج إيلر بوش نيخ كبيكش نيخ كيسنش دقرده سامو دق خلون واخو يلوش شات قانت شي داخل حنا دينا غدنا وات انا غسل دينا وات تو ابا اخر تو وز باخر والله تبارك حسولي كورني اتا اعبور مدات حنوخشوي نوخشو لرديه داي موقت لربيه حيشين مالي مسومته يشين بوغنيه بذات العايه نداس نانسينو قيش قوما حلقة حيش مخيلة تب على سأتوي يو عساتي كجيه عتسير زي التألا داخت ناش تكي ناش سكي بوشي قميش سياش يس غزيات على عاي قميش ديرة داتر إملق موق كوش ولا كوش بوش ولا تسيه ولا موق ولا حلق أمك مويس
واو الدنيا ميالدو واخوشي نوشي قام سيسز ده واخوش كورتن ديكو تسجا ويج شا ميلوك دعشو قوشة خوش دنيا إيلي بورسان حالا بوخي تيك توك مصر مكتة شو قوشو بايدن ده قالوا نوشي قوما خاناتسك وعا فاتسك وعا اوتسر وعا موتسر وعا حچو بودون سا اختش کسان آغا چو بود وقار و نرگی چو بود وقار جکتی چو بود خونخا سا عناق چی خلویش ایشوش واتقا نوخ چی تایپ ما داتسی نوخ چی تقم دات نوخ چی قمدو ایدو وین نیز خلر الله دالق انخیته بی نوخ پایپ ما تحیه نغدوش انشاءالله رحمه سعیم دونه دولش بورش خیلی چپ دول حوسیشی والله سونمزه لیهی عیتر شیم در وای میلدش اسی هندوی تینز وای متعشو شل شرقیه چون لدوش دعی ازیش موت بیچ عشر شومش دویش دوشون هرقام دوخ ده پیتن ده یوقی داج ده بیخ ده دعیس قواسه هو او ادیدوش بولدش شبع شو حلق نخشي بوش لدواش يقر دعدا آخر حما